Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменгаз и ADN УСИ обсудили перспективы сотрудничества в газовой сфере. Президент Туркменистана обратился к олимпийской сборной перед играми в Париже. Заседание Халк Маслахаты Туркменистана состоится 24 сентября. И другие новости. Президент Сердар Бердымухамедов обратился с напутствием к спортсменам Туркменистана, которым предстоит защищать честь страны на предстоящих в Париже 33-х летних Олимпийских играх. Олимпиада в столице Франции, на которой будут разыграны 329 комплектов медалей в 32 видах спорта, пройдет с 26 июля по 11 августа. Туркменистан на главных соревнованиях четырехлетия будут представлять 6 атлетов, которые выступят в 4 видах спорта. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил искренние поздравления и наилучшие пожелания Урсуле фон дер Ляйен в связи с ее повторным избранием на должность председателя Европейской комиссии. В своем послании глава государства выразил приверженность Туркменистана дальнейшему наращиванию связей с Европейским Союзом. Президиум Халк Маслахаты Туркменистана принял постановление о созыве очередного заседания высшего представительного органа власти страны. Заседание состоится 24 сентября в Ашхабаде во дворце Маслахат-Кёшки. В ходе заседания будут обсуждены актуальные вопросы социально-экономического и политического развития страны, а также вопросы, касающиеся реализации досрочных стратегических программ развития Туркменистана. Представители государственного концерна «Туркменгаз» и национальной нефтяной компании Абу-Даби провели видеоконференцию для обсуждения состояния и перспектив сотрудничества в газовой сфере. Основной темой встречи стало освоение газового месторождения Галканыш в Туркменистане, а также участие ADN УСИ в международных энергетических проектах, реализуемых Туркменистаном. В Российском этнографическом музее состоялась торжественная церемония передачи в дар традиционных туркменских костюмов. Комплекты мужской и женской одежды были подарены музею группой компаний «Возрождение». Костюмы, созданные современными мастерами в традиционном стиле, включают халаты, платья, головные уборы, обувь и ювелирные украшения. В Ашхабаде состоялся фестиваль индийского манго, организованный посольством Индии в Туркменистане. Мероприятие прошло в отеле «Елдыс» и стало ярким примером культурного обмена между двумя странами. Гости фестиваля смогли познакомиться с разнообразием сортов манго. Посетителям предложили широкий ассортимент блюд и напитков из этого фрукта. Посол Индии в Туркменистане Мадхумит Абхагат выразила готовность увеличить поставки свежих фруктов в Ашхабад. Действующий президент США Джо Байден объявил о своем решении не участвовать в предстоящих выборах. Он подчеркнул, что его приоритетом является выполнение текущих президентских обязанностей до завершения мандата. Байден аргументировал свое решение заботой о благополучии страны и интересах демократической партии. В качестве преемника он предложил кандидатуру своего вице-президента, 59-летней Камалы Харрис, которая выразила готовность баллотироваться на пост главы государства. Компания Abu Dhabi Airports анонсировала запуск проекта Biometric Smart Travel, который обещает кардинально изменить процесс регистрации на рейс. Теперь пассажиры смогут пройти все предполетные процедуры всего за 7 секунд. Новая система охватывает весь спектр услуг от автоматической регистрации и сдачи багажа до прохождения электронных ворот и выходов на посадку. Это позволит путешественникам обойтись без предъявления документов и прямого контакта с персоналом аэропорта. Киргизский футбольный клуб «Абдышата» и туркменский форвард Сулейман Мухадов договорились о прекращении контракта по взаимному соглашению. Мы искренне благодарим Сулеймана за большой вклад в успехи команды, самоотдачу и преданность нашему клубу, говорится в заявлении пресс-службы киргизстанского клуба. Мухадов присоединился к «Абдышате» в феврале 2024 года. В составе команды Сулейман стал бронзовым призером Кубка АФК. Трансферная стоимость 30-летнего форварда оценивается в 75 тысяч евро. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.